В рамках культурного геноцида и этнических чисток, проводимых коммунистическим правительством Китая в Восточном Туркестане, местное управление Кашгара и прилегающих районов начало реконструкцию домов и зданий, построенных в уйгурском стиле. Китайские власти, которые проводят массовые аресты уйгуров, казахов, киргизов и других тюрков с 2017 года, поощряют китайских переселенцев и дают им высокие привилегии. Частью плана по заселению региона этническими китайцами и привлечения туристов является превращение исторических мечетей в бары и кафе. Ночь предопределения, в которую началось ниспослание священного Корана, имеет огромное значение для всего исламского мира. Уйгурское движение провело пресс-релиз и попросили верующих всего мира вспомнить мусульман Восточного Туркестана и помолиться за них. Коммунистическая партия Китая считает ислам и выполнение требований религии экстремизмом, что является нарушением прав человека. В то время как мусульмане всего мира свободно постятся и молятся в месяц Рамадан, уйгуры и другие тюрки в Восточном Туркестане на протяжении многих лет не имеют такой возможности. Члены Всемирной организации здравоохранения договорились проанализировать меры, которые предпринимались во всем мире для сдерживания пандемии COVID-19. Об этом говорится в резолюции, принятой единогласно во вторник, 19 мая, по итогам заседания высшего органа Всемирной организации здравоохранения Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она началась в Женеве накануне. Представители 194 государств приняли участие по видеосвязи. Согласно документу, который цитирует информагентство AFP, члены Всемирной организации здравоохранения решили дать объективную, независимую и развернутую оценку реакции мирового сообщества на пандемию. В резолюции отмечается, что странам следует сотрудничать в борьбе с пандемией и в частности в процессе изобретения вакцины от коронавируса, которая должна быть доступна в равной степени всем странам мира. Документ не носит обязательного характера, поясняет агентство. Президент США Дональд Трамп призвал Всемирную организацию здравоохранения в течение 30 дней провести необходимые, по его мнению, реформы. Если данное требование не будет выполнено, США могут окончательно остановить финансирование и прекратить членство в организации, пригрозил Трамп. Он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в запоздалой реакции на вспышку коронавируса и отсутствии независимого расследования после появления данных, расходившихся с официальной позицией Китая. В ответ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что реакция Всемирной организации здравоохранения на угрозу коронавируса была своевременной. Специальный представитель Сирии в ООН Гейр Педерсон сообщил, что стороны в Сирии готовы возобновить переговоры в Женеве для разработки проекта Конституции. Правительство и оппозиция договорились о встрече в Женеве, как только решится ситуация с пандемией, заявил Педерсон во время видеоконференции.